2 недели назад во дворе двухэтажных домов по улице Фурманова в Ленске лопнула 200-кубовая емкость с водой. И сегодня городские власти занимаются устранением последствий. О том, как идет демонтаж емкости, расскажет Светлана Балеева. Пожарная емкость объемом 200 кубических метров в соответствии с требованием пожарной безопасности была установлена порядка 30 лет назад на нефтяной котельной «Старый порт». Спустя столько лет котельная Старого порта была демонтирована. Сегодня на ее месте находится теплопункт, а через дорогу от него построена новая газовая котельная. Все эти годы пожарная емкость стояла на случай чрезвычайной ситуации. Но 2 недели назад емкость дала не просто течь, а лопнула по шву. И весь объем 200-кубовой емкости сильной волной вырвался наружу, снося все на своем пути. Есть только понять усталость металла, лопнула и произошло ее обрушение. В результате этого никто из граждан и жителей нашего города не пострадал. Сегодня мы договорились с предприятием «Стройтрансгаз Сибирь» по демонтажу этой емкости и полностью вывоза ее с этого места. Под волну попали рядом стоящие гаражи, которые она своей силой сдвинула с места на несколько метров. Дома, во дворе которых и располагалась емкость, к счастью, не пострадали. Сегодня компания «Стройтрансгаз Сибирь» ведет демонтаж емкости. После того, как работы будут закончены, городской администрацией начнется зачистка и планировка территории. В недалеком будущем мы облагородим ее либо детской спортивной площадкой, либо какой-нибудь игровой, чтобы наши дети играли на нормальной, хорошей, чистой территории. И, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность генеральному директору «Стройтрансгаз Сибирь» Горюнову Владимиру Владимировичу и начальнику участка Петрову Евгению Павловичу за оказанную помощь в демонтаже этой емкости. Надо добавить, что компания «Стройтрансгаз Сибирь» проводит все работы за свой счет. Подобные емкости в городе еще остаются. Но, как уточнил заместитель главы города Василий Козырев, их техническое состояние позволяет им простоять еще некоторое время. Но работа по подготовке расчетно-сметной документации на их демонтаж уже ведется. Вместе с демонтажом емкостей будет также заменено котельно-нефтяное оборудование во избежание повторения подобных ситуаций. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.